8:08 в Башкирии, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», в Уфе, Уфимский разворот. Меня зовут Айдар Ахмадиев, сегодня я один без соведущего, но я думаю, мы с вами и так сможем. Звукорежиссер Никита Полянин, трансляции в Facebook и на YouTube также ведутся, поэтому подключайтесь там, если вы хотите посмотреть на меня и на гостя, который будет во второй половине часа. Также номер для смс-сообщений, сообщений в Телеграме, +7 927 304 10 51. Можете туда присылать свое мнение. Будем с вами выстраивать такой диалог в прямом эфире. И также еще и вопросы, если пришлете для нашего гостя, то тогда будет супер. Ну что, с чего мы начнем и какой сегодня план выпуска? Естественно, это обзор прессы. Почитаем материалы наших коллег за прошедшие дни, за выходные, а материалов вышло довольно много, и лонгридов, и коротких новостных заметок, довольно интересные темы. И вообще, в принципе, за прошедшие выходные не только в нашем регионе, но и во всем мире разные интересные и не очень события приключились, и поэтому об этом, я думаю, поговорим тоже. Потом у нас идет голосование, интерактивная часть, поголосуем на... Не буду пока что раскрывать все карты. Потом федеральные и региональные новости послушаем. И вторая половина часа у нас в гостях будет Илшат Бахшиев, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник и заведующий отделом археологического наследия Южного Урала. Поговорим о теме восточного выезда. И, значит... Там вот кто знает, кто читал материал, например, на «Коммерсанте» вышла статья подрядчика для обследования территории восточного выезда, отобрали по числу грамот и благодарностей. И, значит, Институт этнологических исследований Уфимского научного центра РАН и другие ученые, археологи не очень к этому отнеслись. Вот как раз узнаем мнение одного из них. Ну, давайте начнем с розыгрыша, прежде чем приступим к обзору прессы. Мы разыгрываем купоны от компании Ми Уфа. И для того, чтобы выиграть купон на скидку на покупку товаров компании Xiaomi и не только, вам нужно ответить на вопрос: почему запуск Crew Dragon, ну, знаете, это компания Илона Маска, SpaceX, буквально позавчера запустили космический корабль к МКС. Почему этот запуск — историческое событие? Ответы свои можете присылать по номеру телефона +7 927 304 10 51. 927 304 10 51 в виде смс-сообщений или сообщений в мессенджере Telegram. Почему запуск Crew Dragon SpaceX — историческое событие? Ну, а мы перейдем к обзору прессы и посмотрим, что же произошло в нашем регионе. Пресса с доставкой на дом. Итак, первый материал Уфа-1. Источник Уфа-1. В религиозной общине под Стерлитамаком произошла вспышка коронавирусной инфекции. Коронавирус, как мне кажется, за последнее время, за вот эти буквально 2 последних дня отошел как-то на второй план. И не только в России, да, еще в Соединенных Штатах, так как там происходят некоторые столкновения не очень хорошего характера. И вот этот полет SpaceX тоже перекрыл немножечко эту тему коронавируса, как мне кажется, но это мне показалось, да, у каждого своя новостная повестка, стоит отметить. Но вот все-таки продолжается эта эпидемия, к сожалению, и вспышки еще обнаруживаются. В селе Ишпарсово Стерлитамакского района произошла очередная вспышка этой инфекции. Об этом источник Уфа-1 сообщил. По сведениям собеседника издания, вирус подхватили члены религиозной общины, которую местные называют сектой. И корреспондент Уфа-1 разобрался в ситуации в этом селе. И вот что он выяснил. Согласно данным переписи населения 2010 года, в селе проживают 767 человек, большинство из которых православные. И в этом населенном пункте находится Михайло-Архангельская церковь. При ней работает обитель милосердия. Фактически приют для людей со сложной жизненной ситуацией, со своим небольшим хозяйством. На сайте храма указано, что на данный момент в обители служат 4 священника, которые окормляют около
15 приходов Уфимской и Салаватской епархии. При храме также живет небольшая монашеская община, та самая, в которой как раз-таки разгорелся, так сказать, коронавирус. И вот что рассказали активисты организации «Просвет-Инфо». Местный игумен Силуан Филиппов в узких кругах известен хорошо и давно. Погромные проповеди против ИНН, запрет прихожанам брать российские паспорта, обещание конца света, культ царя-мученика. Отзывы об общине разнятся широким диапазоном от святой обители до сектантского поселения. Узнать что-то подробно сложно. Известно одно: община живет закрытой религиозной жизнью, под строгим уставом и жестким послушанием. На сайте этой Михаило-Архангельской церкви сказано, что основными делами общины являются крестные ходы и паломничество по святым местам. Это цитата. И вот источник УФА-1, знакомый с устройством этого религиозного сообщества изнутри, утверждает, что обитель милосердия — это, по сути, монастырь для детей и взрослых. И, значит, что там произошло? Давайте будем кратки. Кому нужны подробности, вы можете перейти на УФА-1 и почитать этот материал. Это очень большой лонгрид и довольно интересный. Собственно, источник УФА-1 утверждает, что в мае заболела одна из служительниц церкви, и ей пришлось вызвать скорую помощь. И вот что говорит собеседник: ей плохо стало прямо на службе, врачи приехали, проверили, у нее обнаружили коронавирус. Ее госпитализировали, но Силуан все равно церковь не закрыл. Все так и ходили, продолжали. Вот и в данном случае у меня возникает довольно логичный вопрос. А где были те самые органы государственные, которые обязаны вот проверять деятельность, да, организации во время пандемии коронавируса? Почему люди продолжали туда ходить? Почему никто после обнаружения коронавируса в этой церкви даже не удостоился вниманием, да, не проверил эту организацию, это заведение, закрыли или продолжают туда ходить люди? Это очень странно. Судя по профилю в социальной сети, одна из несовершеннолетних прихожанок церкви вместе со своей матерью приезжала в Стерлитамак незадолго до вспышки заболеваемости в общине. Обе они на фотографиях без масок и перчаток. И, значит, что еще говорит собеседник издания? Служитель церкви сказал, что те, кто верит в пандемию, еретики, что они против Бога. Там у них общая кухня, летом они в огороде работают, дети поют по воскресеньям. А на запрос корреспондента УФА-1 в Республиканском Минздраве прокомментировать ситуацию не смогли, перенаправили в Роспотребнадзор. Получить комментарий от Уфимской епархии также не удалось. Первые 2 раза ее представители сослались на занятость из-за церковной службы, еще 2 звонка сбросили. Но, вот знаете, судя по всему, Уфимская епархия вообще не особо любит отвечать на вопросы, как показывает практика. И вот как раз-таки тут пример, да, можно привести, как недавно, кто в курсе, Уфимская епархия ответила человеку, который прислал вопрос по почте. Там буквально чуть ли не какая-то агрессия была по отношению к этому человеку, который задавал вопрос. Итак, следующий материал. Правда ПФО. Хабиров и Назаров освоили 2 миллиарда за 55 дней и вызвали Мурашко на голубом вертолете. Под Уфой, как мы все знаем, открылся новый инфекционный госпиталь, который построен был за всего лишь 2 месяца. Вот что сказал министр здравоохранения Российской Федерации. «Вы удивительные люди, вы сделали потрясающее дело». Значит, министра здравоохранения покатали на вертолете, показали ему сверху с воздуха этот самый госпиталь. И что еще? Вот этот министр заявил, что он благодарит Хабирова и, цитата, «вдохновителей этой великолепной стройки», сделав выразительный реверанс в сторону Назарова, как пишет журналист. В республике известно, что именно первый вице-премьер являлся для данной стройки главным мотором. И чего уж там, главным бенефициаром, пишет журналист. Если Москва и сейчас не согласует его на пост премьер-министра республики, значит, недоброжелатели Назарова находятся еще выше, чем принято считать в Уфе. Что еще может быть интересно? Правда ПФО еще удалось отметить 2 момента. Во-первых, ИВЛ в новом центре стоят импортные, а не производство Ростеха из бракованной партии, о закупке которой Минздравом Башкортостана издание рассказывало ранее. Во-вторых, в здании, возможно, из-за использованных при строительстве материалов практически не работает мобильный интернет, что может сильно осложнить пребывание здесь больных.
И еще к этому материалу хотелось бы добавить публикацию штаба Навального в Уфе. Эта публикация называется «Сегодня в Уфу приехал министр здравоохранения России». Вот что там написано. Пробившись через сотрудников полиции и ФСО, координатор нашего штаба Лилия Чанышева задала министру вопрос об ужасающей статистике смертности среди российских врачей. Он не смог ничего сказать по делу, отмахнулся тем, что такие публикации делают не специалисты. Тогда Лилия Чанышева задала вопрос главе республики Хабирову о том, почему в Башкортостане из 3100 заразившихся коронавирусом 560 человек медицинских работников. Но Хабиров решил, как написано в публикации штаба Навального, промолчать и скрылся в здании, оставив отдуваться своего пиарщика Елену Прочаковскую. Российские чиновники привыкли отвечать только на заготовленные вопросы, написано в этой публикации штаба Навального в Уфе. Итак, кому интересно, можете переходить, почитать материал, довольно подробный, опять же, лонгрид. Итак, следующий материал «Идель Реалии». В Кодекс о выборах Башкортостана внесены поправки о возможности переноса выборов из-за чрезвычайной ситуации. Госсобрание Башкортостана внесло эти самые поправки в Республиканский кодекс о выборах, согласно которым выборы могут быть перенесены в случае введения в регионе как режима чрезвычайной ситуации, так и режима повышенной готовности. Что говорится в тексте принятого законопроекта? При наличии угрозы жизни или здоровью избирателей голосование может быть отложено. И это, естественно, законопроект был разработан на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Напомню, в Башкортостане осенью этого года должны пройти выборы депутатов 17 городских советов, 54 советов муниципальных районов, а также 41 совета сельских поселений нового состава. И вот из федеральных политических партий лишь «Единая Россия» уже начала подготовку к осенним выборам. Там проходит праймарис, и, значит, уже там выдвинуто сколько-то там человек, кандидатов. В общем, кому интересны подробности, переходите, читайте материал на «Идель Реалии». Следующий материал, пока у нас время есть. «Эхо Москвы» в Уфе. Курултай в первом чтении принял закон о тихом часе. Вот так вот. Документ предполагает введение запрета на шумные работы в многоквартирных домах с 13 до 15 часов. Сейчас ограничения действуют только в вечернее время. Шуметь в будние дни нельзя с 11 до 7 утра. В выходные с 11 вечера до 9 часов. И если поправки будут приняты, за проведение ремонтных работ, громкую музыку или какой-либо иной шум днем будут выписывать штрафы от 1000 до 2000 рублей. Тем временем должностные лица могут получить за это штраф от 3 до 5 тысяч, а юридические от 10 до 15. Как сообщают в Курултае, закон может быть принят в течение месяца. Ну вот интересно, насколько я знаю, в некоторых странах Европы тоже подобные законы приняты о запрете на шумные работы и в дневные периоды в том числе. Вот, поэтому посмотрим, как это будет работать у нас. Итак, следующий материал про Уфу. Ложка дегтя в меде главного пчеловода Башкирии, или почему Амиру Ишемгулову пора уходить на покой. Проверка Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии вскрыла множество нарушений. Значит, многостраничный доклад о проверке, которая была проведена Минсельхозом РБ, содержит стандартный набор нарушений. От неправильного расходования бюджетных средств, приписок до неоправданных командировок. И, значит, журналист пишет обо всем по порядку. Это тоже лонгрид. Кому интересно, можете почитать. А сейчас я попытаюсь хотя бы кратко, да, этот материал промониторить, так скажем. Значит, начнем с госзадания на 2019 год. На его выполнение из бюджета было выделено почти 47 миллионов рублей. Еще почти 11 миллионов рублей поступили из внебюджетных фондов. Эти суммы были израсходованы на 100%. И более 25 миллионов рублей ушло на выплату зарплат, то есть чуть менее половины средств. Значит, исследования проводит этот центр. И вот, например, направление исследования первое. Исследование уникальных свойств башкирского меда для продвижения наименования места происхождения товара «башкирский мед».
И в его рамках готовилась работа «История и современное состояние развития пчеловодства по 20 муниципальным районам». Оценивая работу, проверяющие пришли к выводу, что приведенные данные противоречат на разных страницах сами себе. Кроме этого, по существу эта работа напоминает не столько исследование, а сколько компиляцию данных из различной литературы, а при этом потрачено на заработную плату, на минуточку, авторов почти 2 миллиона рублей или 70% средств, пишет журналист. К примеру, еще одно направление исследования — создание башкирской породы медоносных пчел на пасеках НЭС. Честно говоря, пишет журналист, мы не раз писали, что научное сообщество отрицает наличие какого-либо особого вида башкирская пчела. Они говорят скорее о башкирской популяции. И в рамках этой работы на территории федеральных земель в Ишимбайском районе без согласования с Минсельхозом и Минлесхозом РБ была создана НЭС Ишимбайская. В федеральное лес завезено 500 ульев с других станций, и 213 пчелиных семей на 1,5 миллиона рублей куплено у единственного поставщика ООО «Нектар» без проведения какого-либо аукциона. И вот, значит, про этот «Нектар» также в материале пишется. Там, значит, журналисты спрашивают, куда пропал 1 миллион рублей из этого заказа, потому что это общество по отчету за 2019 год реализовало продукцию на 517 тысяч рублей, тогда где еще 1 миллион рублей, ну и так далее. И вот эти вопросы, значит, и проверяющие задавали, и пытаются сейчас выяснить, что же в итоге делать дальше с этой ситуацией, как же ее решать. Итак, следующий материал также успеем. Медиакорсеть. Автобусов будет много. Просьба не толпиться. В Уфе ждут открытия кладбищ. Власти Уфы весьма противоречиво комментируют предстоящее открытие кладбищ. Администрация Уфы известила о том, что 6 июня, который в этом году объявлен днем поминовения, в сторону южного и северного кладбищ будут курсировать автобусы из центра башкирской столицы. В частности, 29 автобусов Башавтотранса должны совершить аж 180 рейсов до Южного кладбища. Это автобусы с номерами маршрутов 30 и 30К. А также прямые рейсы от остановки улицы имени города Галле. Горожан просят не волноваться и не набиваться в автобусы, поскольку они будут ездить с интервалом в 10 минут. Ну вот у меня возникает, опять же, вполне логичный вопрос, будут ли горожане эти правила учитывать, да? Будут ли они каким-то образом себя пытаться обезопасить? Потому что если посмотреть на другие явления в нашей стране, в нашей республике, да, когда у нас, значит, снимается внезапно этот режим самоизоляции, просто толпы людей гуляют по улицам, и мало кто соблюдает правила ношения масок и так далее, собираются группами, забивают парки. Ну, в общем, посмотрим, как эта ситуация аукнется. Надеюсь, все-таки никаких плохих последствий мы не увидим. И будем надеяться все-таки на рациональность поступков наших горожан. Итак, давайте возьмем еще одну все-таки новость перед голосованием. Автобусов будет... Секундочку. Башстат. От каких болезней чаще всего умирают жители Башкирии? Вот хотел бы тоже этот материал с вами рассмотреть. Медиакорсеть. Аналитики ведомства опубликовали данные за первые 2 месяца 2020 года. И вот что интересное удалось обнаружить. За первые 2 месяца всего погибли 8230 человек. А в аналогичном периоде прошлого года было больше на 426 смертей. Как выяснилось, по-прежнему самой распространенной причиной смерти остаются болезни системы кровообращения. Это почти 3000 человек. От различных новообразований погибли 1221 человек. Также болезни эндокринной системы дальше. И 450 человек страдали от болезней органов дыхания, в том числе 115 из них от острой пневмонии. Ну и так далее. Кому интересно, можете почитать. Ну, также напомню, да, по состоянию на утро вчерашнего дня в Башкирии зафиксировано 18 летальных исходов от коронавируса, а выздоровели больше 1000 человек, продолжают болеть 2126. Итак, переходим к голосованию и поменяем с вами тему. Голосование вот какое интересное. Что мы, значит, обнаружили в социальной сети Facebook на странице Ленары
Ивановой, заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министра семьи, труда и социальной защиты населения региона. Вот что она написала. Вы говорите безработица. Сегодня в Центре занятости Октябрьского района инспектор повидала мне о сегодняшнем разговоре с ищущей работы девушкой. Ей предложили вакансию в самом Центре занятости населения. Зарплата на руки 18 тысяч в месяц. Государственное учреждение. Все солидно. Но девушка сказала: да вы что, за такие деньги такая сложная работа? Нет, я лучше на пособие поживу. Тем временем, пишет Ленара, нам очень нужны кадры. И вот, не буду затягивать, задам вам вопрос. Вы бы согласились на такую работу или порекомендовали бы ее, например, близким своим? Если бы да, согласились, и вы считаете, что 18 тысяч рублей достойная зарплата, хорошее предложение, тем более в период, когда многие потеряли работу из-за пандемии, ваш номер телефона 262 72 47. Если вы не согласились бы на такую работу, не порекомендовали ее, на эти деньги вы считаете невозможно прожить, даже в период пандемии можно найти что-то иное. Ваш номер телефона 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, согласились вы на работу за 18 тысяч рублей, которую предлагает министр семьи, труда и социальной защиты населения региона, точнее, о которой она пишет в Центре занятости населения. Если вы согласились на такую работу, тем более в период, когда многие потеряли ее, и вы считаете, что это хорошее предложение, достойная зарплата, ваш номер телефона 262 72 47. Если вы считаете, что на эти деньги прожить невозможно, что эта работа совершенно не подходит для вас, ваш номер телефона 262 72 48. Голосование активно протекает. И вот, знаете, я бы не согласился на такую работу, потому что я считаю, что на 18 тысяч рублей прожить сейчас просто невозможно. Конечно, можно прожить, но скорее это будет не жизнь, а выживание, как я считаю. Но, как мы недавно узнали с вами, по мнению Владимира Владимировича Путина, средний класс у нас — это люди, которые получают, кажется, от 17 тысяч рублей в месяц. Поэтому, смотрите, это должность в Центре занятости населения, это все-таки вы бы были средним классом по показаниям, да, определенным, по расчетам. Голосуйте, друзья. Голосование протекает очень активно. Согласились бы вы на работу за 18 тысяч рублей в Центре занятости населения или порекомендовали ее, и согласились бы 262 72 47, нет, не согласились, 262 72 48. А я подвожу итоги, и значит, у нас 63% человек, слушателей, ответили, что да, согласились бы на это предложение, и 37%, что нет, не согласились бы. А сейчас мы уходим на федеральные и региональные новости, вернемся во второй половине часа, оставайтесь с нами. — 6:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Российское посольство в США требует расследования инцидента с журналистом агентства РИА Новости. Нота протеста была направлена в Госдепартамент, сказал посол Анатолий Антонов. Журналисту Михаилу Тургиеву сотрудники полиции Миннеаполиса распылили в лицо слезоточивый газ, сообщается на сайте дипмиссии. В Миннеаполисе, а затем и в других городах США вспыхнули протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании белый полицейский удерживал на земле коленом на шее. Дочь мэра Нью-Йорка была задержана за участие в протестах. 25-летняя Чара де Блазио была среди примерно 100 человек, которые вышли на Бродвей, сообщает городской телеканал NA1. По его сведениям, вскоре дочь мэра Билла де Блазио была освобождена. В США продолжаются массовые протесты. Как передает CNN, комендантский час ввели почти в 40 городах, в том числе в Вашингтоне. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку жалоб медиков из подмосковного города Видное. Врачи районной клинической больницы ранее сообщили в соцсетях о нехватке средств защиты, отсутствии специальной дезинфекции и обследовании сотрудников на коронавирус. Медики утверждают, что заболели ряд их коллег, трое скончались.
Рамзан Кадыров сообщил об иностранной помощи Чечне и Дагестану. По словам главы Чечни, самолеты из Объединенных Арабских Эмиратов доставят 25 тысяч тестов на коронавирус, 15 тысяч защитных комбинезонов, 50 тысяч масок и 500 тысяч перчаток. Кадыров уточнил в своем телеграм-канале, что в Грозный груз прибудет сегодня, а в Дагестан 3 июня. К борьбе с коронавирусом в Дагестане подключились МЧС и Министерство обороны. В Крыму отменили плату за размещение приезжих на карантин. Указ главы региона Сергея Аксенова в новой редакции был накануне опубликован. В первоначальной версии документа 24 мая говорилось, что жители других регионов России и компании, направляющие сотрудников в командировки на полуостров, были обязаны оплачивать размещение в так называемом обсерваторе на 2 недели, а также лабораторные исследования на коронавирус, передает агентство ТАСС. О валюте. Курсы Центробанка на сегодня: доллар стоит 70 рублей 75 копеек, евро 78 рублей 55 копеек. О погоде: в Москве 9 градусов, идет небольшой дождь. Днем 12-14, облачно, небольшие осадки. Завтра днем также дождливо, 13-15 градусов. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Отвечает Александр Друзь. Купить недвижимость по старым ценам еще можно. Только покупать надо с умом, у надежной компании и на финише строительства. Это жилой комплекс «Умный дом», который возводит строительная компания «Стройфедерация». Жилой комплекс «Умный дом» на Злобина уже построен. Идет отделка качественными материалами импортных брендов: ламинат «Эггер», кондиционеры «Балу», радиаторы «Пурмо», лифты «Отис» с дизайном от студии Porsche. Успей купить последние квартиры по старым ценам. Звони сегодня. 280 10. Застройщик ООО «ИСК Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил открытие новой инфекционной больницы в Башкирии. Открытие госпиталя, расположенного на территории индустриального парка Зубова, состоялось 30 мая. Уже 1 июня, по официальным данным, он откроется для пациентов с COVID-19. Как сообщает Башинформ, в церемонии принял участие также глава региона Ради Хабиров. Новый инфекционный госпиталь был построен в рекордные сроки за 55 дней. Финансировалось строительство объекта из бюджета республики и России. Общая стоимость строительства составила около 1 миллиарда 800 миллионов рублей. В Башкирии число заболевших коронавирусом за выходные превысило 3200 человек. Как сообщает пресс-служба Минздрава Республики, за 2 дня в Башкирии выявлено 155 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 3260 человек. Выписано по выздоровлению 1132 человека, умерло 18. По данным ведомства, на 31 мая проведено более 236 тысяч исследований на коронавирус. Всего в России зарегистрировано более 405 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Стерлитамаке утонул подросток. О несчастном случае сообщает про Уфу со ссылкой на Госкомитет Республики по чрезвычайным ситуациям. Подробности не уточняются. Известно, что мальчику было 15 лет. Родители убедительно просят не оставлять детей без присмотра и не отпускать одних на водоемы. В завершении выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе облачно с прояснениями, 17 градусов тепла. Днем до плюс 21, умеренный ветер, дождь. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе.
Вы слушаете «Уфимский разворот», программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем эфир Уфимского разворота на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев, и мы вернулись к вам с гостем в студии. Итак, у нас Илшат Бахшиев, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник и заведующий отделом археологического наследия Южного Урала в Институте этнологических исследований Уфимского научного центра РАН. Также председатель археологического общества Республики Башкортостан. Илшат, здравствуйте. Здравствуйте. Какая тема? Многих потрясла эта тема, судя по отзывам и реакциям, в том числе и в социальных сетях, и в том числе и ваш пост, да. Подрядчика для обследования территории Восточного выезда отобрали по числу грамот и благодарностей. Что же произошло и почему эта история, она, на ваш взгляд, особенная и нуждается во внимании? Ну, тут, мне кажется, все достаточно просто. То есть ситуация такова. То есть в зоне строительства Восточного выезда такой, как бы, я всегда думал, что важный проект для республики. Обнаружены были два объекта археологического наследия. То есть это нормальное явление. Они находились в зоне хозяйственного освоения, в зоне строительства. И в соответствии с законом на территории, по которой проходит трасса, должны были проводиться археологические раскопки. Соответственно, был объявлен тендер. То есть участвовали много организаций, но, к нашему удивлению, не только к нашему, в целом археологическое сообщество и республики, и России в целом было удивлено то, что тендер выиграла строительная организация по большей степени. То есть я знаю большинство археологических организаций и на Урале, Поволжье. То есть ранее она никак себя не проявила, тем более на таких больших и крупных объектах. То есть я напомню, что там порядка 13 тысяч квадратных метров необходимо исследовать до конца ноября. То есть это очень большой объем работы. Поэтому это действительно удивило. Почему? Потому что я, в общем-то, так и написал, что, в общем-то, всем понятно, даже обывателям, что археологии, да, археологией должны заниматься археологи, а строители должны все-таки строить. И странно было бы, например, если бы археологи начали бы строить. У всех бы это удивило, да, наверное? Вот, соответственно, нас тоже это удивило. А как вы думаете, вот эта уральская строительная компания, откуда она взялась, и вообще кто ее может представлять, по вашему мнению, и почему они взялись за этот проект? Ну, честно говоря, я не знаю. То есть я говорю, то есть я ее никогда не встречал при выполнении археологических каких-то работ, там, разведочных или раскопочных, поэтому я вот впервые, честно говоря, не слышу. Хорошо, а вот расскажите про территорию поселений Иликбаева-1 и селища Федоровка-2. Вот почему они такой интерес представляют для археологов? Ну, вообще, в целом, все памятники археологии, они все представляют интерес. Но в соответствии с законом, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, да, то есть у нас прописана презумпция сохранности культурного наследия. То есть и в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, если в зоне строительства находятся или археологи фиксируют памятники археологии, археологические объекты, на них необходимо проводить спасательные работы. То есть вообще в целом алгоритм какой? То есть вот эти памятники были обнаружены в 2017 году нашими коллегами, да, из республиканского МПЦ во время проведения разведочных работ как раз в зоне строительства, то есть по заказу, в зоне строительства вот этой автодороги. И, соответственно, заказчику были выданы рекомендации и, так скажем, обременения о необходимости проведения работ. То есть тут два варианта, то есть всегда два варианта есть. Либо смещение, то есть корректировка проекта, ну, то есть как обычно это делается, либо проведение охранных археологических исследований, в данном случае раскопок. То есть, ну и заказчик, соответственно, выбрал вот это. То есть они не стали корректировать трассы, начали проводить. То есть там сразу нашими коллегами была подготовлена научно-техническая документация,
где было четко ясно, где надо копать, на какой площади и так далее. То есть, ну, это как бы нормальное явление, оно прописано в законе, алгоритм достаточно четкий и уже много лет работает. То есть в этом нет, во всяком случае, для проектировщиков, для строителей нет ничего нового. То есть почему у нас именно, вот у меня лично возникли такие большие вопросы к этому. Вот, самые крупные раскопки, которые проводились, ну, наверное, не только у нас в Башкирии, но и на Южном Урале, это раскопки в 90-х годах, в середине 90-х годов на поселении Таналык, это в Хайбульском районе, в Башкирском Заурале. Там было исследовано 6500 квадратных метров. Но вот для проведения вот этих раскопок были привлечены силы всего археологического сообщества и всех организаций республики на тот период. Это все университеты, это академические институты и так далее. Поэтому, честно говоря, мне показалось странным, что площадь в 2 раза больше будет исследоваться до конца ноября. То есть для меня, в первую очередь, главное сохранность этих археологических объектов. И как бы не получилось так, что под прикрытием так называемых археологических работ эти памятники могут просто снести бульдозерами. А какой-то контроль за этими работами будет вестись со стороны археологов, не знаю, или только эта компания будет всем руководить и, в принципе, очень легко может эти объекты уничтожить? Не, ну контроль, я уверен, что будет и со стороны наверняка управления по государственной охране, да, нашего госоргана, и, в общем-то, любой человек, потому что у нас и в законе прописано, ну, что любой человек имеет право доступа к объектам культурного наследия. Хорошо. Вот смотрите, Институт археологии РАН предложил, я так понимаю, минимальную цену контракта 29,5, чуть больше миллионов рублей, за что получил 60 баллов. Уральская строительная компания предложила намного выше цены, 35,5 миллионов рублей. Вот действительно ли это как-то очень странно кажется, потому что только из-за грамот, получается, еще и с завышенной ценой отдают контракт именно Уральской строительной компании. Вот эти грамоты какого плана? Вы видели их как-то? Что это были за грамоты такие? Почему из-за них решили этой компании отдать контракт? Ну, я не знаю, ну, честно говоря, тоже достаточно странно, да, то есть... Ну, тут вопрос больше, наверное, к тем, кто подготовил вот это техническое задание, да, и кто-то действительно оценивал, потому что, ну, все-таки тут не 100 тысяч, не 500 тысяч, да, контракт, чтобы грамотами оценивать. То есть мы же все-таки живем уже в современном обществе, то есть и я никогда, честно говоря, не сталкивался вот в своей практике, чтобы именно этот критерий, грамоты или благодарственные письма являлись как бы ключевыми. То есть, ну, бывают другие, то есть заказчик, естественно, требует, например, договора, исполнения, еще какие-то моменты, да, то есть опыт работы, но, не знаю, то есть если ставить на одну чашу весов, например, опыт работы археологических, например, ну, грубо, основного, да, археологического, старейшего археологического центра у нас в России, это Институт археологии, и вот уральскую компанию, то есть для меня эти большие, ну, оценка квалификации, то есть кажется очень сомнительной. Ну вот, смотрите, управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Мулануров, в своем фейсбуке заметил, что уже наблюдал подобный аукцион, в котором подрядчик отбирался не по цене товара и услуги, а по деловой репутации исполнителя, и привел в пример молочную кухню компании ГАО «РБ», которая закупала детское питание. Вот что говорит Айдар. Победила компания, которая предоставила 661 отзыв и благодарственное письмо. К моменту закупки фирмы существовало всего 708 календарных и 478 рабочих дней, то есть ребята получали по 1,3 благодарности в день. Что не день, то радостный клиент, это же надо уметь так работать, пишет Айдар Мулануров. Вот скажите, знаете, мне кажется, возникает вопрос у некоторых, если вы так довольно резко высказались об этом исходе аукциона, то, может быть, ваша компания тоже претендовала на что-то? И, возможно, здесь какой-то конфликт интересов? Нет, тут уже как бы и отмечали некоторые, то есть у меня нет никакого ни финансового, тем более никакого, то есть я и не участвовал в этом тендере, естественно. То есть из Башкирии участвовал, из Уфы участвовал только Башгоспедуниверситет. То есть
И для меня, понимаете, для меня принципиальная задача, то есть меня вот что в этой ситуации задело. Вот мы всегда говорим, что республика у нас, да, развивается поступательно, да, что все мы вроде бы живем в цивилизованной стране, в которой все должно быть в рамках закона, да. И тут я просто вижу, что вот такое наплевательское отношение к своему наследию, да, и, в общем-то, вот такое отношение, ну, не только вот к архитектуре, к археологии, да, в первую очередь, на мой взгляд, свидетельство как сказать, о нашем обществе. То есть, и в данном случае для меня вот было принципиально, что вот эти памятники их не вынесли просто, понимаете, а для того, чтобы их нормально исследовали, по-человечески, цивилизованным способом. Но есть же нормальные прецеденты, проводят же нормальные исследования. И тут сразу начинаются вот какие-то, я уж скажу откровенно, ищут какие-то варианты. Надо нормально просто, вот как действовать в рамках закона. Прописано провести раскопки, проводите. Ищите самых лучших подрядчиков. Там, я не знаю, для меня важно, чтобы работали археологи, нормальные археологи, которые исследовали этот комплекс качественно. Я почему об этом говорю? Потому что любые археологические раскопки, это все равно, как бы мы тщательно не копали, это разрушение, да? То есть задача археолога в том и заключается, что максимально полно получить информацию с исследованного участка, понимаете? То есть, еще раз говорю, то есть из Башкирии, из Уфы участвовал только Башгоспедуниверситет. Почему? Потому что, есть ресурсы, да, какие-то, то есть там и студенты есть, и квалификационный состав, и археологи в штате. То есть я вот... Институт этнологических исследований Уфимского научного центра РАН. Да. Вот почему эта организация все-таки не участвовала в этом аукционе? Почему мы не участвовали? Да. Во-первых, мы все-таки академический институт. То есть и для организации вот такого рода масштабных работ археологических, да, требуется как минимум очень мощный людской ресурс. То есть надо организовать, эта экспедиция не в 20, не в 30 человек, а более сотни человек. То есть, и, соответственно, мы, когда, естественно, оценивали свои возможности, то есть поняли, что мы, не сможем достаточно в короткий срок исследовать такие площади. То есть, в данном случае, то есть, я уверен, да, то есть, если бы выиграл бы педуниверситет, то все археологическое сообщество республики, поддержало бы их, то есть, без проблем. Но Институт археологии РАН, который участвовал, который проиграл по странным обстоятельствам, на мой взгляд, вот это ведь тоже фактически академический, да. Так сказать, организация, которая занимается именно академическими исследованиями. Вот. А почему тогда они подали? Почему наше уфимское отделение у них есть ресурсы дополнительные? Институт археологии РАН, у них имеется многолетний, десятилетиями выработанный опыт, то есть они, например, участвовали из последних в таких крупных раскопках, например, по строительству Крымского моста, да, то есть где были аккумулированы огромные силы и научные, то есть и достаточно успешно был проект реализован. То есть, опять, если говорить об Уфе, то есть я еще раз говорю, то есть мы посчитали необходимым, то есть у нас же есть и университет, и педуниверситет, то есть педуниверситет подал, и если бы была бы необходимость, то есть если бы руководство педуниверситета обратилось бы, естественно, мы бы все поддержали бы с удовольствием. Вот эти поселения Иликбаева-1, селище Федоровка-2, давайте вернемся к ним. Да. Все-таки что они представляют из себя? Что вы там нашли и так далее, чтобы было более понятно? Если так просто сказать для обывателя, да, то есть это места, где ранее располагались поселения, так скажем, грубо, деревни. То есть предварительная датировка, судя по отчету, который я видел, это эпоха раннего Средневековья. Коллегами там были обнаружены фрагменты керамики, посуды и остеологический материал, кости животных. Да? То есть это тот материал, который мы чаще всего находим в ходе разведочных работ. То есть основная задача коллег, да, наших на момент обследования разведочных работ в зоне строительства было определение границы территории объектов археологического наследия. Понимаете? То есть там не было задач прямо провести крупномасштабные археологические раскопки там, и так далее. Они, то есть, проводили разведочную работу для того, чтобы как раз определить территорию и заходит ли проектируемая трасса в пределах этих памятников. Вот и все.
То есть, понимаете, вот думают всегда, да, что вот в чем новизна или в чем прелесть этих памятников. Ну, понимаете, вот вы можете каждый день проходить мимо археологических объектов и не видеть их. То есть суть в том, что во время раскопок как раз проявляется историко-культурная ценность памятников. Вот в чем интерес. А скажите, вот строительство этого восточного выезда, если его вот это расположение не будут менять из-за этих археологических памятников, то есть ли какая-то угроза уничтожения? Или все-таки это можно все выкопать и как-то увезти оттуда, сохранить? Да. Ну, у нас вот в 73-м законе об объектах культурного наследия прописано, что одной из форм охраны памятников являются именно археологические раскопки. То есть в чем суть? То есть вот в исключительных случаях, вот моя принципиальная позиция, да, то есть если когда работаю с коллегами, да, то есть если есть возможность скорректировать проект, ну, например, там, да, нефтепровод там, или дорога, или еще что-то, то есть мы всегда стараемся убедить проектировщиков и заказчиков сделать это. То есть сместить трассу, сместить ось, там, да, и для того, чтобы обойти эти археологические объекты. В случае невозможности, например, как в данном случае, или там памятник находится в зонах затопления, когда нет возможности скорректировать это все дело, то тогда приступают именно к охранным археологическим раскопкам на той площади, к которой попадает. Проводят исследования, и только после этого строитель приступает к работам. То есть алгоритм такой. А сколько это обычно занимает времени? Ну, все зависит от сложности объекта. Ну вот если взять именно эти объекты, о которых мы говорим. Вот если честно, я бы вот эти 13 тысяч квадратных метров, два памятника, я бы исследовал в 2 полевых сезона. В 2 полевых сезона, то есть это, 2 года. Понимаете? Потому что все прекрасно понимают, что такой объем работы сделать его до ноября, вот я как профессиональный археолог говорю, это будет требовать от нас, от всех, очень серьезных таких усилий. А скажите, вот эта спешка построить этот объект, могла ли она стать причиной того, что аукцион закончился именно таким образом, и археологам не отдали этот контракт, и отдали какой-то компании, которая, в принципе, с археологией вроде бы не связана? Ну, честно говоря, не знаю. Почему? Потому что все, кто участвовали в тендере, они же видели сроки. То есть и археологические организации. Значит, то есть срок был изначально установлен, нужно было завершить в определенном... Ну да, там же в конкурсной документации, я как понимаю, прописано было, да, конец ноября. И те, кто участвовали, они, видимо, понимали всю степень ответственности. Почему? Потому что тут же не только... это же не только деньги. Тут и необходимо понимать репутационные риски. Скажите, вот после вашей публикации получали ли вы какую-то реакцию от кого-нибудь? Может быть, от этой же компании «Уральская строительная»? Нет, от «Уральской строительной» не звонили. Звонили коллеги мне, звонили разные люди, спрашивали, как сделать, надо там подавать жалобы там, и так далее. То есть, я думаю, в данном конкретном случае жалобы ФАС же подают, да, то есть, или как, то есть, я полагаю, должны подавать участники, да, закупок. То есть археологическое сообщество не будет этого делать? Почему не будет? Мы будем смотреть за ситуацией. То есть если вдруг мы увидим, что идет, что никто не подает, то есть если есть какие-то возможности в соответствии с законом подать, мы подадим, конечно. Хотел бы привести цитату главного редактора «Коммерсант Уфа». Как выясняется, это общество ООО зарегистрировано по адресу проживания физлица. Первое получает почти максимальное количество баллов, при том, что Институт археологии, это профильное учреждение, как мы уже сказали, получает минимальное количество. Поверить, что Институту археологии не хватает квалификации для археологических исследований, сложно. Остается предположить, что Институт археологии из скромности не стал собирать все свои грамоты для своей заявки. Потому что я думаю, что у Института археологии все-таки профильные грамоты, их, мне кажется, больше, чем у этой компании. Хотя, мне кажется, довольно странно проводить такие аукционы и отдавать предпочтение тем компаниям, которые приводят благодарности и грамоты, которые, в принципе, можно, мне кажется, сделать совершенно легко. Честно говоря, я например, много лет уже в археологии, но грамот у меня не так много. То есть, если мы выполняем качественные работы, то есть просто мы выполняем то, что у нас прописано в договоре, и все, то есть и требовать за это какие-то, исходя из этого опыта, видимо, придется все-таки собирать на будущее и благодарственные письма, и грамоты, и так далее.
То есть, ну, конечно, это странно. То есть, ну, тут не надо быть там великим аналитиком, чтобы понять, что здесь что-то не так. Председатель Башкирского совета по правам человека Владимир Барабаш, цитата его: «Очень много вопросов к системе контрактования, постоянно какие-то скандалы, ее надо реформировать, понятно, что реформа назрела, и непонятно, как сделать так, чтобы избежать вот таких историй. Но то, что здесь нужно подключаться с силовиками, тормозить всю историю, как это получилось однозначно», резюмировал он. Вот, но надеемся, что эта история каким-то образом все-таки станет более понятна для публики, и мы поймем, чем же Уральская строительная компания так выделилась, что археологические раскопки, исследования поручили ей. Друзья, ну, мы в начале эфира с вами запускали розыгрыш купонов от компании МИУФА. Я хочу сказать, что ответы поступили, поэтому после эфира мы обязательно созвонимся с победителями. Ответы довольно интересные. Но ответ, один из правильных ответов на вопрос, почему запуск космического корабля Crew Dragon — это историческое событие, таков. Это первый в истории пилотируемый космический полет силами бизнеса, а не государства. И также это первая самостоятельная доставка человека на МКС силами Соединенных Штатов после долгого перерыва, там практически 9 лет. У нас в гостях был Илшат Бахшиев, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник и заведующий отделом археологического наследия Южного Урала в Институте этнологических исследований Уфимского научного центра РАН. Также председатель археологического общества Республики Башкортостан. Илшат, спасибо. Всем хорошего дня и спасибо за эфир. Спасибо. Мягкой посадки вашим батарейкам.